Хочу поблагодарить за то, что вы нашли мужество, за то, что нашли время, приехали к нам сразу. Хочу вас поздравить со вчерашним освобождением. Я имел разговор, посмотрел программу ЧП, чрезвычайное происшествие, канал телевизионный НТВ, где было показано 28 числа, что задержаны граждане Таджикистана, в частности, был троих. Вот. Сейчас включу, посмотрим там на видео. Легальным мигрантам оперативники ФСБ, своего рода закрытых городов в промзоне на юге Москвы, правоохранители приехали во время ужина. Выяснилось, что здесь нарушители жили вместе с семьями. Практически никто из местных, в кавычках, разумеется, не имел разрешения на работу, а кое у кого не оказалось даже паспортов. Из города, которого нет, репортаж нашего корреспондента Александра Токарева. В промышленной зоне на юге Москвы подозреваемые построили что-то вроде подпольного города. Условия проживания, мягко говоря, далеки от идеальных. Горы мусора, разбросанные стройматериалы. Обитатели этих домов сотрудники ФСБ и МВД застали во время ужина. Трапезу пришлось прервать для проверки документов. А чем занимается? Ничего. Просто у меня всех хотел, чтобы другой забрать свою сторону. Ну, ты что в автосервису? Ни регистрации, ни даже паспортов у многих из этих людей не оказалось. Задержанные утверждают, сюда их привез некий хозяин, который обещал работу и деньги. Бригадир пришел, забрал нас, сказать, что металл надо разгрузить, короче, 5 тонн надо. Ну, нам забрали. Это не его вещи, короче, это с одной сумку, 3 сумки, это его вещи. А у нас только рабочие вещи. Но по информации оперативников, трудились мигранты на самом деле в другой сфере. При себе у них обнаружили книги и листовки экстремистского содержания, а еще пистолеты и патроны. А что за книжка вообще? Это не моя книжка. А чья? Это хозяин, у нас это сумка хозяина. Это начальник. Вместе с литературой еще одно доказательство причастности задержанных к запрещенной в России организации ИГИЛ. Что это такое, разворачивает? А что за флаг? Можете сказать? Я откуда знаю, что за... Это из вашей сумки. Это не наш сумка. Кроме этого, оперативники обнаружили шприцы и наркотические вещества. Все отправили на экспертизу. После оформления протоколов вероятных пособников террористов доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По некоторой информации, сыщики уже вышли на след человека, который привез в столицу выходцев из Средней Азии. Александр Токарев и Дарья Масалова, телекомпания НТВ, Москва. Миллионы граждан посмотрели. На начальной стадии все думали, что вы это совершили. Я был не уверен. Поскольку мы с вами после того, когда я все посмотрел, вы, находясь при задержании в отделе, где вас допрашивали, и с вами имел телефонный разговор, и я был уверен в том, что это просто люди, которые со стороны хотели сегодня получить новые, звания, получить, раскрытие новых преступлений. И ко всему этому надо было сделать, чтобы именно еще раз очернить лицо таджикской нации, а в целом Таджикистана и его граждан. Статья очень такого громкого заявления, которое сделано журналистом, за это надо в суд подать, потому что нет там конкретно, что если бы говорил кто представитель пресс-службы, прокуратуры или Федеральной службы безопасности, сказали, что данное преступление раскрыто, тогда можно было говорить, или следователь, который вел с вами дело, тогда можно было об этом говорить, что вы совершили преступление. Я видел те которые мешки, с подробностью у вас будет еще дополнительно для наших слушателей и зрителей, которые смотрят наш сайт tajmigrant.com и Таджикистан, те мешки, которые абсолютно вы не имели представления, что в этих мешках находится. Вот туда прибыли, представляете, туда пришли столько представителей правоохранительных органов, автобус ОМОНом, собраны, Федеральной службы безопасности. Мы сами, когда для меня, я был в шоке, может быть, в каком плане, как говорит иногда голосом дымом становится, вас просто взяла машина, первый раз хотели вас арестовать 2 недели назад. Вас попросили приехать где-то в районе ВДНХ, просили вам там металлолом разгружать, перерезать металлолом и сдать.
Даже вы ничего не сделали, вам отдали 2700 рублей. Да. Ничего не сделали. Ничего не знаю. Дальше посмотрите, они вас обратно сажают или привозят на этой же точке, называемой работорговли, где таджики, узбеки, киргизы находятся, ищут работу. Вы там же, это на этом же месте же. И это люди ждут следующий день. Вот поэтому тогда, может быть, часть из оперативников, может быть, не решил на такой, значит, шаг, который опозоряющий сегодня честь, достоинство российского государства, тем более люди в погонах на уровне федеральной безопасности. Я неоднократно говорил, что более 60% таджикистанцев в тюрьмах находятся невиновными. Вы там сейчас оказались бы. Вы там, посмотрите, сейчас вам минимум по 15 лет. Я говорил об этом те, которые сейчас сидят в Нижнем Новгороде. Целая семья сидит. Им подбросили гранаты. И то учебные гранаты. Плюсовали, что не хотели. Мы воевали, адвокатов отправили, получается. Освободить эти люди невиновных. Сейчас оказались следующие. Дополнили кто из списка таджикистанцев в тюрьмах. У вас вот 2 брата и ваш сосед, получается. Поэтому я вас хочу еще раз, чтобы не было голословно. Я вчера от вашего родственника получил заявление после того, когда разговаривал. Вот. Поэтому то, что от вас сегодня будут слушать наш народ, и народ России, и представители власти, и господин президент, которые находятся, они должны проявить заботу о вас. В частности, Таджикистан в лице Эмомали Рахмонова, в частности, Россия в лице Владимира Путина и другие представители дипломатических корпусов. Вы сейчас находитесь не в дипломатическом корпусе, не в консульском отделе Таджикистана, вы находитесь в общероссийском общественном движении. Это ваше движение. Это где вам сегодня, возможно, дается в будущем решать, как вам жить, как вам лучше сделать так, чтобы подобные не были приняты меры по отношению, чтобы уничтожить ваше достоинство, уничтожить нашу таджикскую нацию. Поэтому я попрошу, расскажите, как это было коротко, чтобы люди наши поняли, что вы не террористы, вы приехали работать, вы хотели еще раз сказать, что вы люди, которые за миром, никаких, соответственно, у вас нет плохих взглядов. Я почему дополню, потому что я категорически против, кто называет таджика террористом. Таджик, даже летающий муху мимо нас, насекомых, боится. Он даже автомат не будет брать. Кто с автоматом воюет? Те, которые под наркозом. Но таджик этого не употребляет. Не употребляет, поэтому то, что вы там находились, всем известно, незнакомый город, непонятный город. Что там создали, кто был заинтересован. Там, скорее всего, есть, по моим точкам зрения, кто-то хотел забрать бизнес. Поэтому, пожалуйста, представьтесь. Я Халимов Убайдуллах, гражданин Таджикистана. Ну, нам, короче, пришел, мы где стоим, вот народ работающий, Мытищинский район. Пришел один гражданин русской национальности, Наганский. Он пришел и сказал, чтобы нам работа из 5 тонн металл надо. Когда первый раз? Это первый раз где-то 21 числа было, в этот же месяц. Но номер мы отдали ему, он вечером как бы звонил, сказал, чтобы завтра, на 22-й где-то, приходите до Веденха, я туда вас заберу. Ну как бы мы приехали туда, и он забрал нас, ну куда-то забрал на другое место, где-то сели на такси, где-то на километр-полтора где-то туда доехали. И остановились возле один заправка. И звонил куда-то, сказал, что работа не получилась, короче, машина сломалась. Это все как бы, я вам сейчас по 500 отдам и идите домой. Мы сказали, что это маловато, но, короче, по 2700 нам дал на троих. И обратно он как бы другой путь. И мы сели на этаж, на трамвай, до Веденха, от Веденха домой, к себе в Мытищин. И потом не звонил как-то неделю. И потом через неделю, где-то числа 26 был вечером, звонил. Сказал, чтобы на 27-й и опять встречаем на то же самое место, на Веденха. Так мы приехали, 2 час был дня. И он нам забрал оттуда. Как бы он, не наш хозяин, как бы он работодатель, и это, который водитель с ним был, один русский, тоже славянский внешность. Забрал, крутили, как бы 2-1,5 часа, где-то до 4:30. И потом поехали до того же места, который металл надо грузить. И остановились он, машина где-то тот же дверь, где мы заходим туда, что грузить металл. Ну, вас возили по Москве? По Москве, да. По Москве где-то А крутились. там где металлолом, я не пойму.
А где металлолом, это мы не Показал, знаем но даже. не знаю. Нет, не знаем. Он как бы крутил 2 часа, может, не знаю. Обратно вас привез туда на то же место. На тот же место, да. А во время, когда были в машине, они с кем-то общались, звонили друг другу? Ну, по телефону где-то разговаривали. Что они говорили? Коротко говорили. Сказали ему, чтобы это, как вы, куда вы, говорите, сейчас мы в аптеке зайдем, лекарства возьмем. Они сказали? Да. Лекарства возьмем, сейчас поедем дальше, еще 20 минут надаем. Они зашли, аптека, не знаю, зашли, не зашли, приехали. Что там всё. разговаривали, Да, они что на там улице. делали? Они вышли, опять нас довезли туда. Автомобиль какая марка? Шевроле. Черные, да. Черные. Номера не помните. Номера даже. Вот когда Но мы куда вы проехали, там, соответственно, достаточно много камер в Москве. Можно определить время, там, час. Мгм. Ну, когда нам это высадили из машины, нам Когда вас говорили, привезли на место уже. На, Вы на видели, что другое ли? место. да, там где-то надо нам, металлолом надо грузить. А он как бы Да. остановил машину, сказал, чтобы вещи заберите рабочие. Мы забрали вещи рабочие свои. Вы когда приехали уже куда? Вот в этот город? Нет, мы Нет. оттуда, Когда другое это место, было? да, Варшавский Другое район. А там мы место. должны грузить металл. Вас Как где бы. задержали? Варшавский район. Варшавский шоссе или район, как говорят. А мы вас там не вывезли были. в другую сторону, не на Ярославль. Нет, на другой Вы тех стороне. людей вообще не знаете. Мы эти люди первый раз туда мы как бы ездили. Вас Даже привезли вот именно где вот называемый город неизвестный, Да, вы туда да, вас да, привезли первый раз. мы и там сказали, даже- разгружайте наши сумки. Как сказали? Он сказал, что заберите вещи. Мы свои рабочие вещи забрали. И он сказал, мои инструменты тоже заберите. Как бы он сказал, чтобы металл надо резать и грузить. Мы думали, это там инструменты у него, болгарка и всякие этажи. Забрали сумки, занесли. Как бы я вперед, и они за мной. Он где-то, от нас где-то вперед был на 3 метра. И как бы пришли, там уже автобус, от нас где-то 30-40 метров автобус стоит. Мы даже не знали, Что это за чей автобус? автобус. Сейчас автобус, как до его дошли, потом Полицейский или что? вышли оттуда где-то человек 15-20 с камера, со всякие этажи. Полицейские. Вышли, нам забрали, как бы, сразу за автобус, чтобы мы даже не смотрели, чтобы тот человек куда пошел. И ему не задержали, нам сразу за автобус. И полностью как проверяли, сумка не проверяли, ничего не трогали. Сказали, чтобы давай, пошлите с нами. Забрали туда внутри, вот где столовые. Еще ребята там узбеки были, их забрали. Они тоже там стояли, нам забрали туда. Ничего не сказали. Здесь посидим, сейчас проверка будет. Что они там делали, не знаю. Мы спросили, чтобы, что здесь происходит. А одного ответили, чтобы с другой склады там мы поймали террориста. Может, у вас в середине Это тоже... вы, получаете, террорист. Это получается как бы, даже мы не знаем, что это мы террористы, у нас что находится Ну, про в вас сумке. говорят. Да, про Да, нас. про нас, да. Ну, говорит, может, у вас тоже в середине вас террористы есть. Дальше Мы что? думали, что это такое, а? Потом пришли как бы через час-полтора, где-то в время 6 было. Пришли, сказали, что вы трое в сторону, а остальные все в одну сторону. Как бы сумку забрали и в сторону мы сидели. Потом все стали как бы подготовили, сказали, что по одному каждому сумка давать. Потом он первый раз начал, сумка своей рабочей, как бы тащил на стол. И потом их рюкзак, который нам дал тот русский. И потом он таскивал, оттуда вышел вот как бы книга литературная. И потом визитка-то какой-то, сим-карта. И потом рабочий какой-то. И потом свернутый был на один сумка какой-то пакет. И сказал, открывайте эти сумка тоже. И он открыл, стряхнул, чтобы оттуда упал 20 штук пуля. Автомат. Патроны. Да, патрон. Ну, И шприцы там, и Но это, вы там. сказали там, что это не ваши сумки. Не наши, Это это не наши наши сумки сумки. сказали. А чьи это сумки? Это У сумка, хозяина была который эта нам... сумка. Хозяин там сказал, там багаж возьмите. И Да. взяли багажники. Даже не знаю там, что это. Сказал там А инструмент на там тот есть. момент о чем вы думали? Вот вам оружие, вот постороннее, вот там наркота, все остальные, все на вас, и книги там запрещенные. О чем вы дальше думали? По вас статью уже, да? Ну, о чем еще думаешь? Думаешь, что все попадешь, а что думать? Ну, уже начали попрошаться с родственниками, да, в А душе. что будешь тогда? Так и получается. А чё Но вас забрали. И с вами разговаривали журналисты? Ну, журналисты справились. Вот это не родили журналистов, НТВ называют. Которые должны показать кучу проблем, которые не платят гражданам деньги, на улице спят, они не хотят говорить. Вот спектакль, который создали, обвинят вас на 15 лет, сразу появляются российские журналисты, наши, как все, независимый канал НТВ. НТВ это независимый называется. Да, и НТВ Я показал бы еще какой-то НТВщикам, другой что канал. показать сегодня российскому народу и народу в СНГ. Пускай придут, я им покажу. Вот сейчас мы будем говорить, это более реально. И что дальше, вас куда отвезли оттуда? Там и сказали, там это вот номер есть. Звоните, пускай это человек. Не звонили они. Телефон им взяли, поставили.
Не звонили ничего. Вы даже тогда хотели, что ко мне позвонить, да, получается, к нам? Да. Они не дали вам говорить даже? Не дали, да. А потом куда вас вывезли оттуда? Оттуда потом нам забрали, короче, сказали, чтобы мы хотели ему спросить, давай рабочие свои вещи забрали, сказали, ничего не трогайте. Как бы забрали в отделение. Даже мы не знаем, что там дальше, что к чему. Все нам забрали в отделение. И потом дали нам их следак, или там уголовники сначала спросили, чтобы как и что к чему. Адрес помните, куда вас привезли? Нагорному району. Да, На город. отделение, да. Да, управление. Варшава, У нас бумажка отдали, там есть. постановление есть. Ну, давай покажи мне эту бумажку еще. Ну, и потом там кто вас допрашивал? Женщина, мужчина, следователь? Там сначала мужики нам спрашивали, уголовники были, они спросили, что от начала начинает. У вас говорили, какая статья у вас? Номер? Да, статья террорист, экстремист, террорист. Это вам для чего дали? Это нам дали, чтобы приходить как бы сегодня, что туда на Сегодня, допрос, да. 30 декабря, значит, вот выдано здесь отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нагорному району города Москвы. Давлату, это вы Давлату, да? 30 декабря. Это вам вчера его дали, когда вас уже освободили. Да. Ну, значит, надлежит прибыть 13:00, 9 кабинет, дознавателю. В случае неявки сразу вас предупреждаю, что у вас по отношению к вам будет приписан 113 даже. В телефоне номера вот здесь я вижу, значит, Новикова. Правильно? Да. Дознаватель отдел ОД ОМВД России по Нагорному району города Москвы. Хорошо. Эту бумагу мы выдали, чтобы дополнительно вас допросили. Да. И я имел с вами, еще раз повторяю, разговор после того, когда попросил вашему родственнику, вам передали мои телефоны. Вы телефон, Да, как бы когда они- вас спрашивали, чтобы конкретно, вот надо было говорить, сказали, что о чем, что вот есть наше руководство, есть диаспора, можете говорить. Да, они как бы сказали, чтобы сегодня до 10 мы вас отпустим. Так и это, как обещает, уже третий день как бы пошел. Это чтобы после отпустим. нашего телефонного разговора Да, с это, вами. да, это перед этим был. Потом я им сказал, чтобы вот, уважаемый у нас Кармаков Шарипович, наш представитель, вот номер телефона. Сейчас позвоним и разговаривайте с ним. Как бы они дверь захлопнули, там, это следователь. Они сами по себе что-то разговаривали, и потом вышли и сказали, чтобы сейчас мы отпустим, как бы через час. Я им сказал, позвоните, пожалуйста, с ним разговаривайте. Они сказали, нет, мы нигде не будем звонить, и ни с кем не будем общаться. Ну Сейчас лучше вас отпустим. Да, лучше мы вас отпустим, и ни с кем не будем Ну пускай разговаривать. посмотрит наш сегодняшний разговор, и они другим не стал вот такой, значит, для них уроком, то что. Я сказал, чтобы мы ни с кем не будем, и сейчас мы его отпустим, короче, как бы 4 числа приедете обратно, допрос у вас будет. И все потом- 4 числа вам. Да, 4 числа. А сегодня 30-го Да. кого спрашивал? Вас. Да. Вас когда? Да, то же самое. Тоже самое, у нас, то же 4 такие числа. То же самое, да. Вот я хочу одно вам говорить, потому что сейчас на родине вас уже считают преступником. Многие не понимают, не руководство страны считают, но многие считают, что уже преступники. Потому что телевизионный канал, центральный интернет, это дает о том, что человек уже все. Вас очернили так, что нет. Ну, очернили таджикскую нацию. Я понимаю, много недопониманий между государством Таджикистана и Россией. Но люди не должны наши страдать. Я против того, когда вот страдает мой народ, это мой народ, это таджикский народ, и таджики, в том числе и наши другие народы там живут. Надо вам объединяться, потому что подобные вещи надо заставить и говорить через других, чтобы информация, что вас где-то задержали незаконно. Я вижу, что сегодня что происходит. Мы сейчас вот под предлогом экстремизма всех закрываем. Даже в Таджикистане люди сидят, я говорю открыто в камерах, что в Таджикистане люди сидят, которые обвиняют в экстремизм, человек не совершал. В собственном государстве они сидят. Если в России сотни граждан закрывались в 2014-2015 году, они уже на свободе, да, они тоже не совершили. Для чего придумано слово экстремизм? Я вам терроризм. С одной целью, что руководители этих государств себя чувствовали самостоятельно, когда человек высказал свою точку зрения, правду, давайте лучше его закроем по экстремизму. Я думаю, для Таджикистана бы не красило бы наше государство, надо убрать эту статью. Слово экстремизм, исламский терроризм позорит нашу веру. Пускай об этом американцы говорят, пускай немцы говорят, пускай англичане. Но в собственном государстве мы ввели слово терроризм исламистов. Да нет у таджиков террористов, нет у таджиков исламистов. У нас прекрасная страна, у нас прекрасные люди, у нас прекрасное будущее. Посмотрите, у наших люди по 5-6 месяцев не получают зарплату. Кого-нибудь они убили, ждут. Простые, говорит, благодаря Всевышнему, говорит, мне даст еще раз.
но они не идут митинговать, не идут кого-то угрожать. Исходя из наших, вот называемой добротой, нас используют. Поэтому сегодняшнее, вот самое главное, что сделали вы сегодня для своих родителей, чтобы подарок для них это вы на свободе. Я думаю, сегодняшний вот этот разговор наш, сегодняшнее ваше освобождение, руководство страны России, Таджикистан сделает выводы. Правоохранительные органы делают выводы, что так нельзя по отношению к человечеству на земле. Да. Извините, что мы вас сразу не могли освободить, но сделать так, что вы уже на свободе. حکومت تاجیکستان شو هرچی ما آزادی گشت هستیم نافهمایی شد برای چیزی که قبیلم بودن و هرچی بود میکردم خدا هیچی گفتن تشکر با این سردار خودم فرامت شریف پوشکی از اون این مرد گپ زدیم بر ما رو دیرتر ممکن یک روز نیم روزگاه بر راه میگرفتن از اون برادر گپ زدیم گفتیم که همتری بودم ممکن 15 سال محکمتون میکنم ممکن 15 سال بدنم معلم 10 سال 15 سال چند سال بود از اون شما گفتیم تشکر یک ساعت بعد گذشتن ما کور جواب دادن خواستم گفتیم که ما قطعا برادری ما گپ زنه قطعا میسایدو گپ نزدن گفتن که ما قطعا یگون کس گپ نمیزنیم موضوع شما را بهتون میگیم یک ساعت پس از اون میگم کردن قواعد دادن که خیلی چهار ماه چیزا داد به بود اپروز میکنیم شما که جواب دادن رحمت الله سلام علیکم